Здравствуйте, Темирбек Ишимбаевич. Вы основатель и председатель партии Мекен Ынтымагы. Слушая ваше интервью по различным СМИ, я правильно вас поняла, что пойти в политику вас заставили ваши внутренние переживания и понимание ответственности за происходящее в стране? Добрый день. Между прочим, вы правы. Многие люди массово уезжают от безысходности, от проблем, которые накопились. Многие граждане нашей страны, они заложники финансовых проблем, своих потребительских кредитов. Не только люди, многие предприятия находятся в тяжелом финансовом положении. Особенно аграрная отрасль, строительный сектор. Вот в последнее время сильно падает торговля на самом крупном рынке Дордой. Топливный энергетический комплекс практически исчерпал свой ресурс, то, что мы по наследству взяли от Советского Союза. В любой момент может быть произойти кризис энергетический, который может вызвать политический кризис. Самое отвратительное, многие действующие политики вместо разумных предложений занимаются открытым популизмом. Кстати, население уже понимает, что это популизм, и не верит. Вы правы, народ тоже меняется. Они начинают будоражить народ локальными проблемами, яростно, якобы защищая народ. А народ все это видит. Это обычный ход наших политиков, которые хотят очередной раз получить голоса избирателей. Но мы должны объяснить народу, что это следствие многих факторов, которые накопились в течение многих лет. Они должны понимать, что надо провести глубокий анализ причин. Глубокий анализ всего происходящего всего в стране. Текущего процесса, который происходит на стране. Пусть это будет в медицине, в культуре, там, в политике. И тут надо иметь очень сильную политическую волю, чтобы провести комплекс политических и экономических мер, чтобы выйти из данного кризиса. Эти проблемы сегодня меня сейчас особо беспокоят. Я почему это сказала, что, собственно, пойти вас в политику заставило личные переживания. Я просто знаю достаточно много интересных, самодостаточных людей, которые бы могли бы внести тот или иной вклад в развитие страны. Но эта инициатива пока не наблюдается. Потому что это сложно. Это определенные потери, особенно в начале. Политика, она зарождается не сразу. Надо переходить на этап узнаваемости, этап независимости. Многие пытаются примкнуть к системе, а систему невозможно обмануть. Соответственно, это боязнь того, что они потеряют определенные ресурсы, является препоном прихода в политику. Темирбек Ишимбаевич, вот вы уже на протяжении многих лет, это уже порядка 9 или 10 лет, являетесь таким активным участников политических процессов. Но, тем не менее, каких-то положительных результатов это не дает. То есть вы не стали каким-то депутатом, вы не стали тем или иным должностным лицом, которые, как правило, идут за этим. Вы понимаете, да, о чем я? Да. Чем это связано? Чем вы это можете объяснить? Вы абсолютно правы в том, что многие говорят, что я, наверное, непроходной. Люди многие просто не понимают мои истинные намерения. Политика для меня – это не самоцель. Это необходимый инструмент реформы государственного управления. Что значит государственная система? Это совокупность элементов и взаимодействия многих институтов власти. Это институт права, институт экономики, институт финансов, институт каких-то общественных взаимоотношений. У нас выстроена система личной выгоды. Чтобы остановить процесс личной выгоды, нужно время. Нужно время на подготовку кадров, нужно время на подготовку единомышленников. Просто в одиночку невозможно этот процесс остановить. Давайте я приведу пример. Если взять те партии, которые присутствуют в парламенте, пускай даже 5-6 созыва, это абсолютно не партия. Там нет идеологических ценностей. Это подобие партии? Это подобие партии, которая искажает реальные партии. У них нет идеологических ценностей, нет интереса государства. Там в основном клановые группировки идут в рамках концепции защиты своих личных способов обогащения. Ну, в принципе, они и оказались заложниками своих же задумок.
В какой-то мере, будучи уже на стороне от системы власти, я оказался в более выигрышной позиции. Я более глубже рассмотрел те недостатки у нас, которые есть в государстве. Народ тоже это видит. Ну, даже могу сказать, что оказался даже на стороне победителей народа. Потому что у народа как раз и нету политического лидера, политической партии, которая будет защищать их интересы. Соответственно, люди, те, которые говорят, что я проиграл, возможно, ошибается. Народ все это замечает. Я сейчас считаю, что победил. Значит, означает ли сказанное вами, да, что ваши действия по большей части были направлены на обрести популярность, некую медийность и, самое главное, донести до населения основную идею вашей партии, такую глубокую идею, которая лежит? Вы правы. То есть понимание института партии. Вы абсолютно правы. Я не тактически, а стратегически задумывал, чтобы постепенно, чтобы вот этот формат лояльности через мои призывы люди это осознавали. Это и есть власть. Власть, в моем понимании, это доверие населения. А доверие позволяет реализовывать те замыслы, которые мы предполагаем. То есть, естественно, для этого нужно было время. Время, абсолютно. Вы не партия, которая существует один день. Вы партия, которая уже существует достаточное количество. Сама по себе партия – это не человек, это некая идеология, некие ценности. Она требует времени, времени осознавания, времени понимания, времени признавания. Конечно, это время на это потребовалось. Еще и потребуется много времени. Хорошо. Темирбек Ишимбаевич, давайте теперь перейдем к другим вопросам. Как вы оцениваете экономическую ситуацию в Кыргызстане? Национальная экономика находится в патовом положении. Нету экономического стратегического плана развития. Особенно сегодня отсутствует комплекс антикризисных мер. Внутренний рынок абсолютно не защищен. Можно зайти в любой супермаркет, на прилавках наших магазинов в основном импортная продукция. Институт власти каждым годом слабеет. Кадровая политика желает только лучшего в госсекторе. Соответственно, нет политического решения борьбы с теневой экономикой. Сама по себе в целом экономика находится в заложниках международных финансовых организаций. Могу разъяснить. Вот молодое поколение пытается некие экономические форумы провести, там, методологию бизнеса объяснить. Но без фундаментальных вещей макроэкономики невозможно поднять национальную экономику. То есть поверхностно решается? Да, это касается, какие финансовые ресурсы у нас очень они дорогие, нет политической стабильности, качество работы института власти. Поэтому экономика просто она блокируется. Второе еще. Каждым годом нарастает нагрузка по внешним и внутренним долгам, а источников погашения все меньше и меньше. Понимая всю эту ситуацию, мы должны выработать некую концепцию денежной кредитной политики, которая даст толчок экономике. Мало того, что самое горькое, что здесь у нас происходит, олигархи практически прибрали все к рукам. Недры, природные ресурсы, определенные политические ресурсы. Что, собственно, и население понимает это. Сейчас это явно видно, особенно городская часть населения начинает понимать. Олигархи, прибрав все к рукам, они стремительно обогащаются. Да, они местами, кланы меняются, но философия одна та же. А государство все беднеет, внешний долг растет. Социальный вопрос в основном решается за счет денежных отчислений наших трудовых мигрантов. Но она так и долго не может продолжаться. Естественно. Рано или поздно это все надо покрывать чем-то. Дальнейшее развитие данной формы управления никому пользу не принесет. Как вы думаете, власть понимает очевидные проблемы? Я надеюсь, что сегодня глава государства все это понимает. Он уже второй год у власти, источник информации обладает. Иначе, если он не примет какие-то кардинальные меры по управлению государством, эта участь достигнет его же, как предыдущих наших президентов. Я очень надеюсь, что он это все это видит. Он встречается с главами соседних государств. Скорее всего, мы на этом формате по решению проблем, которые накопились, некий диалог получим. Вот вы правильно отметили, что
у нас отсутствуют некие человеческие ресурсы. То есть все эти экономические программы развития, они, естественно, будут работать, если будут задействованы профессиональные человеческие ресурсы. Есть ли у нас такие люди? Безусловно, есть. Но для этого надо сперва менять закон о госслужащих, их социально защитить, дать некие гарантии, правовые гарантии. К сожалению, вот эта система личной выгоды это не обеспечивает те условия, чтобы они начали показывать свое творчество, свой интеллект. Над этим... То есть они не заинтересованы? Они заинтересованы, но сама система не обеспечивает те условия, чтобы они могли себя реализовывать. Я имею в виду часть интеллигенции, грамотных людей. Вот та система, которая выстроена вот в течение 30 лет, она пугает разумных людей. Поэтому мы и есть политики, которые должны открыть дорогу, чтобы эти люди могли самореализовываться. Хорошо. Темирбек Ишимбаевич, что для вас лично партия Мекен Ынтымағы? Это некая идеология объединения нашей нации. Потому что, я извиняюсь, да, само название Мекен Ынтымағы тоже о многом, да, говорит? Да, это определенная идеология. Если на русском, это сплоченность нации на платформе справедливости. Если дословно перевести. Поэтому это для меня очень сильная идеология объединения нашей нации, народа. Это мои человеческие ценности, это моя жизнь, это будущее моего народа, достоинство. То есть вы видите в этом смысл? Да, такой? Я этим живу, пытаюсь донести философию данной партии. А вот Мекен Ынтымағы – это единство, да, как бы народа, вы говорите. Наше население созрело к такой некой общности? Узкий круг людей переоценивает свои финансовые возможности. Они уверены в том, что снова могут купить голоса граждан, одобрение. Эмоции, жалобы уставшего народа их абсолютно не беспокоит. Они всегда, будучи в сговоре властимущими, привыкли свои дела решать только так. Ну, если взять ситуацию, которая до нас. Заново засылать своих продажных гонцов, агитаторов в регионы, предлагать свои финансовые услуги. К сожалению, простые люди, не понимая, соглашаются на их вот эти небольшие подачки, даже не понимая, что именно эти алчные, двуличные люди являются причиной их бед, которые бедствуют из года в год. Они даже не понимают, что богатые олигархи, они обогащаются за счет продажи их ресурсов, за счет эксплуатации простого народа. Поэтому вы задали мне очень хороший вопрос. Я хотел бы обратиться к нашим гражданам. Если мы сами не проявим солидарность, чтобы избавиться от тех людей, которые разрушают страну изнутри, которые проникли во все структуры власти, не ждите перемен. От того, что будем ждать, ничего не поменяется. Я бы хотел им сказать, что перестаньте унижаться, угодить их капризам, как бы вам ни было тяжело. В 2010 году я осознанно основал политическую партию Мекен Ынтымағы, активно участвую во всех процессах, чтобы обеспечить политическую возможность уставшему народу, интеллигенции, трудовым мигрантам, которые не в состоянии сформировать свою независимую политическую структуру. В конце концов, чтобы они реализовали свои права. Да, у них просто не было такой возможности. Я уверен в том, что политическая программа партии, экономическая программа, она может защитить их законные права, экономический интерес их близких, родных, не только узкого круга алчных людей. Следовательно, у меня следующий вопрос будет таким, что в 2020 году у нас будут выборы в парламент. Как вы видите эти выборы? Выборы, я вижу, кардинально будут меняться. Технология поменялась, технология доступа информации, технология пропаганды. Да и люди начинают видеть насквозь те лозунги двуличные, которые обещали, что они невыполнимы. Это касается близких каждого человека, который думает над этим. Соответственно, предсказывать, что как будут выборы, очень сложно. Но эмпирически это вижу, да, теоретически, что это будет совсем иные. Я в рамках вот этих пожеланий всегда обращаюсь. Если вы сами не пожелаете бороться,
бороться ради справедливости вместе со мной, я тоже один не смогу остановить этот процесс грешный. Соответственно, мы должны объединяться, имея юридическую и политическую возможность, то, что мы сейчас создаем платформу, мы должны сами все проблемы решать сплоченно. И тогда будет лучше. Везде есть проблемы различного типа, а я немного, не то что немного, наверное, такой глубоко оптимист, что в Кыргызстане можно добиться того, чтобы мы будем жить достойно. Что ж, будем надеяться, что эти выборы пройдут очень достойно и на положительном уровне. Спасибо вам, Темирбек Ишенбаевич, за предоставленную возможность побеседовать с вами на данную тему. Спасибо огромное.